Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня 3 марта, были холода, а сейчас немножко потеплело. Вот как течет с крыши вода, тает снег. Термометр у меня показывает +3. Не знаю, правильно показывает, не знаю, нет. Наверное, правильно, потому что тает снег. Во дворе снега много, очень даже. Сегодня я ничего не копала. Копала к сараю. И все. Сейчас пришел внук из школы. Он мне предупредил, чтобы я одна не выходила копать снег. Когда внука отвезла, я вот здесь буксовала. Но все равно я отвезла его. Дорогу у нас и вчера почистили, и сегодня днем тоже почистили. Проехал трактор. Насчет этого в этом году очень хорошо. Сегодня солнечно и очень светло, везде бело, и поэтому тяжело смотреть, надо прищуриться. Сейчас у меня внук покушает, минут 15 отдохнет, и выйдем мы с ним копать. А пока внук у меня покушает и отдохнет, я повешу тюль. Я заказала тюль, только не думайте, что это реклама. Я специально выбирала, как мне надо. Даже вон мне вернули лоскутки. Вот они. Захотелось мне что-то по-своему делать. Купила я тюль, попробовала повесить, но мне очень не понравилось. Я сдала обратно у них же и заказала. Что-то мне захотелось на кухне повесить тюль. Я заказала, как мне нравится. Это у нас Арзани шьют тюли, шторы. Я, конечно, не любитель на кухне тюль вешать. Но что-то мне захотелось повесить. Захотелось что-то поменять. Вот так смотрятся у меня окна. У меня не стандарт. Здесь у меня окно 2 метра, а здесь 1,80 м. Я заказала здесь 2,50, а здесь 3 метра. Раз с крыши течет вода, значит потеплеет. В пятницу опять передают буран, метель. Не знаю, сколько градусов будет. Но я еду в пятницу в город Стерлитамак. Меня туда пригласили. Пока не буду говорить заранее. Вдруг из-за бурана не смогу я попасть туда. К 6 часам вечера меня повезут в Салават с Юлей. За детьми присмотрят соседи, а за Сабиной и Дианой свекровь. Сватья каждый раз девочек забирают к себе на выходные. Они живут в Первомайске, недалеко от нас, на том конце села. Просто поселок называется Первомайский. Сейчас уже все соединились. Стройки, много строек. Если все хорошо получится, я там видео сниму и вам покажу. Надо мне еще перцы пересаживать. Они уже длинные стали. Пора с ними тоже заниматься. Надо будет помидоров посадить. Сейчас начинаются дела, заботы. Снег кидать. Скоро ручейки пойдут. Вода везде, слякоть. Очень тяжело будет ездить на машине, если не почистят дорогу.
Слава богу, в этом году хорошо, очень даже хорошо чистят. Сначала я осенью переживала. В прошлом году плохо чистили у нас. Почему-то не знаю. А сейчас, вчера вечером тоже проехал трактор, почистил. Ночью был снег, и утром сегодня опять почистили. А в те года я обычно звонила, что нет дороги, что не могу выехать в школу. Вот так у нас в этом году вообще классно. В центре тоже видели, я вам показала, как классно все везде почистили. Начнет таять снег, начнут вывозить, оперативно начнут работать. Мы и на дворе начнем оперативно работать. Скоро дома некогда будет что-то делать, поэтому надо дом привести в порядок, надо везде генералить, перебирать вещи. Дома надо делать расхламление, как всегда я весной-осенью делаю. И станет дома хорошо. Потом после снега огород начнется. Из сарая надо будет много навоз вытаскивать. Буду рано вставать, поздно ложиться. Видео надо будет снимать, потом монтировать, потом на комментарии отвечать. Все вот так. И не заметишь, как придет весна, лето, осень, потом зима. Да, действительно, время быстро проходит. Не заметишь оглянуться. Мальчики тоже хотят отдыхать. Поскорее бы каникулы летние, говорят. Да, когда каникулы, мне тоже легче. Не надо в школу провожать, не надо из школы встречать, уроки смотреть, не надо без конца школьные одежды гладить. Постоянно надо в чистоте держать. А так встанут они, умоются, шорты, футболками сами возьмут, оденут и гуляют. Тоже шили хорошо. Только не думайте, что это реклама. Я выбирала вот такие кружева. Мне очень понравились. Здесь тоже вот цветы же. Вот так похожи они. Поэтому я такие красивые кружева выбирала. А вот остаток тюли. Что-нибудь можно сшить. Или веранду на окно. На улице такая классная погода. Тепло. С улицы не хочется домой заходить. Детишкам хорошо погулять. Сейчас я повешу. Я специально просила, чтобы мне из красного материала маленький ламбрикинчик, чтобы сделали. У меня кухня красная. Красный с белым. Очень люблю красный цвет. Фиолетовый и белый. Вот как смотрится тюль. Здесь у меня аговый стоит. Мне очень нравится. Спасибо девочкам, что мне шили такую красоту. Он откуда-то едет. Откуда? Дай-ка вот эту, маленькую. Нет. Бери больше, кидай дальше. Пока летит, отдыхай. Вот так будем худеть. Берем больше, кидаем дальше. Уже запыхтелась. Сегодня надо все в порядок привести. Может, поможете?
раскидать снег. Будет всем весело. Потом будем чай пить с вкусняшками. Тут мой электрик что-то делает. Что делаешь? Расскажи. Снимаю провода и гирлянду. Удлинители снимаешь, не провода. Гирлянду снимал. Все аккуратно сейчас сложит, уберет. Молодец. Вот сколько мы с внуком копали. Очень много копали. Перекидали снег. И здесь все почистили. Теперь нам придется снег вот отсюда на один штык перекидать. Потому что скоро начнет таять, будет слякоть, машина будет застревать. Сейчас мы с внуком вдвоем все это переделаем. Вот такими кусками мы выкапываем. Вон через дорогу выбрасываем. Вот с такими кусками выходит. Тяжело, конечно, но мы привыкшие, мы же деревенские. Хотя в деревне не сладко, работы много. Мне все равно нравится жить в деревне. В моей деревне. К работе мы привыкшие. Ничего страшного. Скоро все растает. Никогда еще до следующего года снег не оставался. Ну вот мы с внуком так много поработали, очень много кидали снег. На сегодня пока закончили. Когда внук придет завтра из школы, тоже поработаем. Очень мы с внуком устали, много снега таскали. Сейчас забрала заодно внука из школы, поели. Сейчас собираемся в бассейн. Я сильно устала, как я буду плавать, не знаю. Я думаю, после такой работы физически бассейн поможет. На этом я свой маленький влог заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи. Всем пока-пока. До следующих встреч.